Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя». Гость нашей программы, автор книг «Теория чистого государства. Проект Новый Кыргызстан», «Теория чистого государства. Проект Основы космофилософии», «Манифест чистого государства», «Конституция для народа» и «Познай самого себя. Уроки космофилософии». Системный аналитик, публицист, социальный мастер Мурат Мусабаев. Здравствуйте, Мурат. Мы сегодня продолжаем начавшийся наш разговор, прошлую передачу. Вот первый мой вопрос: с чего начинается вообще духовный путь, путь к истине? Духовный путь, вообще можно сказать, что каждый человек, даже который совершенно далек от религии, он стоит на духовном пути. Вопрос только отличается в степени, кто что познает. Кто-то через религию идет, кто-то через обычную мирскую жизнь, через обычные нормы морали, нравственности, соблюдения. Вот как бы все находятся на духовном пути. Такого человека нет. Даже человек, который абсолютно отрицает Бога, отрицает свою связь с Вселенной, который абсолютно мирскими категориями мерит, но это ему так соизмерено, как в исламе сказано о предопределении. В исламе есть уникальные вещи, к примеру, да, сказано, кому Аллах пожелает, тому он стесняет грудь для ислама. А кому он пожелает, тому он раскрывает грудь для ислама. Дальше сказано, то, что Аллах сделал кривым, никто не сможет выпрямить. А то, что он сделал прямым, никто не может искривить. И вот в этом контексте мы должны понимать, что если человек, ну вот он никак не может впитать в себя понимание идеи Бога, то это как раз-таки и есть задача Бога, и ему предопределено в этой жизни пройти через вот атеистический путь, но через другие категории к пониманию каких-то вещей. Потому что каждый человек, начиная от рождения до того момента, когда закроются глаза, он всего лишь навсего приходит за жизненным опытом, он получает опыт. И вот этот опыт, если взять просто вот глубоко задуматься, для чего мы живем, для чего Всевышний создал. Смысл нашей жизни. Да, смысл нашей жизни. И в конечном итоге вы просто не сможете миновать того, что мы, начиная вот когда мы питаемся молоком матери, мы вступаем в отношения. В отношения с матерью, через молоко. Дальше в отношения с отцом, с близкими, с окружающим миром. Все это отношения. Вся жизнь состоит из отношений. Друг с другом, родители с детьми, детей с родителями, с братьями, сестрами, с ближними, дальшими, с окружающим миром. То есть Бог, получается, испытывает нас через отношения. И вот эти отношения человека к себе, прежде всего, к другим, с окружающим миром, они должны быть гармоничными. И вот когда будет гармония отношений, вот тогда только как бы человек и вообще общество в целом, и человечество может прийти к торжеству разума. Не торжеству рассудка, как это сейчас происходит, а именно к торжеству разума. То есть к здравомыслию, к гармонии прийти. И поэтому как бы на этом пути, если взять, сказать, опора, ну вот какая опора, вот через что идти? А других опор нету, кроме первоисточников религиозного знания. Поэтому если бы я, например, сидел и говорил о каких-то внутренних ощущениях, переживаниях, о каких-то там трансфизических перемещениях там в пределах собственного сознания, да, все равно вы могли бы меня упрекнуть, сказать, ну это твои вымыслы, это твои фантазии, это твои сны. И поэтому, чтобы не отходить от истины, мы всегда правой рукой должны держаться за Священное Писание, за первоисточник, ибо это источник откровенного знания. А дальше все, даже если мы потом дойдем до каких-то открытий в науке, ну, то, что нам известно, мы все равно поймем, что это всего лишь в той или иной степени детерминация того, что написано уже давным-давно в первоисточниках религиозного знания. Просто через разный путь, но все исходит отсюда. И вот, ну, как бы это такая важная составная часть, но, к сожалению, вот уже на протяжении, по крайней мере, осознанных 17 лет я столкнулся с таким огромным количеством людей, называющих себя верующими, называющих себя, позиционирующих себя иудеями, христианами, мусульманами, буддистами, индуистами, атеистами, неважно.
Но вопрос заключается в том, что говорить можно на самом деле что угодно. Ну, кто-то. Мурат, вот в ваших книгах вот, вы цитируете очень часто Тору, там, Библию, там, хадисы приводите. Вот это смешение разных там течений, там, религий, а откуда это все и для чего? Вот это как раз возникло от того, что вот очень часто мне, даже когда я отдельные статьи писал или где-то встречался, мне как бы в упрек ставили, а почему вы еврейскую Тору используете? Или почему вы там христианские там, Евангелия, Инджил используете? И даже был такой случай, когда пришли люди, казалось бы, я их внешне воспринял, что это такие на пути стоящие мусульмане. И он говорит, а что за книгу ты читаешь? Я ему передаю в руки книгу, он ее берет, и я ему говорю, это, говорю, Библия. И вдруг он ее аж выбрасывает из рук и отряхается. Я говорю, ты почему это сделал? И он говорит, ну это же, говорит, не наша книга. Я говорю, послушай, а ты Коран читал когда-нибудь? И вдруг я с ужасом обнаружил, что он говорит, нет, ну вот сам лично от начала до конца я как бы не читал, но я слышал там от одного имама, от второго слышал, потом мне давали там какую-то литературу. Я говорю, ты просто берешь обрывки, по обрывкам невозможно строить. И тогда, вот видите, как не напрасно получилось, я специально некоторые вещи выбрал, у нас вот такое вот совпадение, да, и я ему цитирую, можно это наизусть сказать, но все-таки лучше, да, чтобы сослаться на конкретный путь. Вот, например, мы возьмем, да, сура 5 трапеза, аят 68. Давайте даже на одного названия, трапеза. Трапеза это пища, это еда. Но это не физическая еда, это духовная пища. Именно духовная. И вот какой духовной пищей мы должны питаться? Сура 5 трапеза, аят 68. Скажи, о люди книги, ничто на сей земле не станет вам опорой, пока вы твердо не последуете Торе, Евангелию и тому, что вам ниспослано сейчас от нашего владыки. Подразумевается священный Коран. То есть ничто на этом свете вам не станет опорой, пока вы твердо не последуете Торе, Евангелию и тому, что вам ниспослано сейчас. Далее аят 69. Тех, кто уверовал в Коран, и тех, кто следует иудаизму, и Назарее, и Сабее, всех, кто уверил в Господа и судный день, и на земле творит добро, ждет щедрая награда у Аллаха. На них не ляжет страх, печаль не отягчит. И вот я, когда ему процитировал это, а ты, говорю, да, получается, установление Корана отверг, упрекаешь меня в том, что я использую Тору и Евангелие, и даже выбрасываешь. А здесь сказано, что ну как для тебя, что для тебя в этой жизни станет опорой, если ты вышвырнул из рук Тору и Евангелие. Если сравнить с домом, то Тора, извините, Таурат. Или для тюркоязычных это примерно то, что называется Тура. То есть это истина, это равновесие. Вот как раз закон Тора можно для себя понимать как закон равновесия во Вселенной. Элементарно, даже если взять вот абсолютных материалистов, простите меня, атом, атом это подобие Вселенной. Но там, вы знаете, электрон, протон и нейтрон. Они находятся в абсолютном равновесии. Электрон это то, что противоположно протону. Вот электрон встал, протон сел. Что их держит в равновесии? Нейтрон. То есть это ноль. Это как раз то, что дальше мы будем детерминировать как дух человеческий, который держит. Человек то же самое есть, электрон, протон и нейтрон. Его дух является нейтроном, а разум и рассудок являются протоном и электроном, то есть плюсом и минусом. Мы абсолютно точно так же созданы. И вот я хотел дальше как раз по вот это. Увы, сура 87 Всевышний, аяты 16-19. Увы, вы жизни ближней отдаете предпочтение, хотя последнее и краше, и длиннее. Поистине все это в ранних книгах Откровений, в писаниях пророка Ибрагима и пророка Мусы. Это в Коране сказано. Какой аят сказали? Аят 16-19, сура 87. Вы можете перепроверять просто меня, у вас же Пороховый, да, перевод? Да. Вот
Увы, вы жизни ближней даете предпочтение, хотя последнее и краше, и длиннее. Да. Поистине все это в ранних В книгах книгах Откровений, Откровений. в писаниях пророка Ибрагима и и Мусы. пророка Мусы, да. А когда мы говорим о пророке Ибрагиме и пророке Мусе, мы же здесь как раз и Тору, Забур, Инджил. Дальше, вот, сура 5 трапеза, аяты 44 и 46. Вот откройте, чтобы мы сейчас занимаемся просветительской работой. И мне очень бы хотелось, чтобы даже те, которые называют себя атеистами, или которые называют себя христианами, чисто исходя там, из национальных традиций, или кыргызы там мусульманами называют, да, но как бы относятся к маловерным. Они не говорят, что Бога нет, но они не соблюдают. И вот смотрите, и это мы, кто низвели им Тору, в которой правый путь и свет. Здесь же не сказано, что здесь какой-то путь запретный, правый путь и свет. И 46-я, ему Евангелие мы послали, в котором правый путь и свет. И вот это как раз ответ на вопрос ваш, и ответ для тех, кто говорят, почему он часто использует в своих, там, допустим, трудах Тору и Евангелие. Вот это конкретный ответ. Дальше я еще немного записал таких, как раз касающихся именно этого вопроса. Да? Вот, например, сура 35, Творец, аят 31. 35, да, 31. То, что внушением тебе мы открыли из этой книги, это к пророку Мухаммеду относится, есть истина, что подтверждает истинность того, что до нее не испослано другим пророкам. Аллах касательно служителей своих поистине все знает и все видит. Да. Следовательно, мы из этого исходим, что череда пророков, которые были и указаны они вот в Торе, в Евангелии, она завершается пророком Мухаммедом. Соответственно, те, которые получали откровения, и их откровения записаны в Ветхом, Новом Завете, Священном Коране. Значит, здесь же нету отрицания. Например, сура 3, да, семейство Имрана, аят 3. Он тот, кто книгу в истине тебе послал, в знак подтверждения неспосланному прежде. То есть прежде было неспослано, да, до Священного Корана. И до нее он в руководство людям не спаслал закон. Это как раз закон Тора. Таура. За ним Евангелие с Исой, а также не спаслал вам Аль-Фуркан для развлечения добра и зла. И вот как раз с точки зрения разделения на иудеев, христиан и мусульман, а мы знаем, что иудеи разделены между собой, мы знаем, что христиане, не то, что там на таких ортодоксальный, там католицизм, лютеранство, там протестантизм, там православие, да, а если взять еще сектантство, свыше 1000 сект, то есть разделились между собой. И в исламе мы знаем, что есть шииты, сунниты, салафиты, алавиты, ваххабиты, более 73 частей. Да? А здесь вот сура 2, корова, аят 139. Скажи, ужель вы станете о Боге с ними припираться, коль наш Господь и ваш един? То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что понятие религия я никогда не употребляю во множественном числе. Религии. Как, например, если слово спорт, я бы не употреблял спорты. Религия одна, Бог один, единобожие. А вот вероучение, да, то есть школы, базовые школы, да, они отличаются. Но через эти базовые школы люди должны заступить на тот уровень рассудка, который уже равен разуму. И вот только тогда все вот эти различия как раз стираются, припирания заканчиваются, и вы вдруг понимаете, что действительно везде сказано об одном и том же. И крайне становится, вот я от атеистов слышу, я от таких, скажем, ну вот в жизни умудренных людей, интеллектуально достаточно развитых, и вот я как-то слышал такую мысль, он говорит, понимаешь, вот люди молятся, я прохожу там, особенно вот в Курманайт, там, вот там на площади молятся. Вот, казалось бы, говорит, у меня двоякое чувство. Я, с одной стороны, должен радоваться, что люди обращаются к Богу, но меня это пугает. Меня пугает их религиозность. Почему? Да потому что он боится фанатизма, проявления вот этой крайности. Вот этого разделения боится. Ко мне кто-нибудь придет с топором, один заставит так кричать. Я говорю, ну, во-первых, в Коране сказано,
что в религии недопустимо принуждение, разнится ясно истина от заблуждения. То есть никакого принуждения. У каждого народа свои обряды. И по этому поводу не рекомендуется мусульманам спорить. У каждого народа свой язык. Вопрос не в том, что ты должен именно вот на этом языке так сказать и потом разделить свою секту и его затащить. Я хотел бы сказать, вот это один из известных таких аятов, где пророк Мухаммед через своих сподвижников передает. Он говорит, мусульмане разделятся на 73 части. И только одна останется в истине. И вот я тогда говорю, понимаете, он не сказал, ислам разделится на 73 части. Он сказал о мусульманах. В данном случае, вот я хочу, чтобы вы поняли мысль такую. Иудаизм и иудеи – это разные вещи. Потому что иудаизм – это объективное, это религиозное знание, это Таурат. А иудеи это субъективно воспринимают как раз объективное, иудаизм. Но они тоже могут разделиться. Теперь, когда мы говорим о христианстве и о христианах, это разные вещи. Христианство – это объективное. Объект познания. А христиане это субъективно познающие, идущие на пути постижения. И при этом они делятся. И точно так же ислам это объективно. И подразумевает в себе, в принципе, он впитывает в себя, поскольку подразумевается, что он с пророка Ноя, Нуха начался, то это единое вероучение, которое все вместе, это все вместе, я бы даже знак равенства поставил. Иудаизм равняется христианству, равняется ислам. Это абсолютно сказано об одном. И То вот есть эти наши... единобожие. А иначе откуда единобожие? И вот как раз я просил следующего человека, говорю, расшифруй мне, на 73 части разделится. И он говорит, какая тогда верная? И он начинает от рассудка искать одну из 73. Я говорю, ну как же ты от рассудка, от рационального, эти 73 вошли в раскол. В раскол вошли. Как же ты, выбирая из 73, одну останешься в истине? Так вот, те, кто не вошли в этот раскол на 73 части, остались в понимании единства иудаизма, ислама и христианства в единобожии. Понимаете? Вот те остались в истине. А те, кто вошли в раскол и разделились, они каждый вот взяли свой кусочек понимание, и вот они будут отставить свое. Значит, у них эта религия, к сожалению, ну так и есть, от эго, от человеческого эго. Восприятие от эго, это значит, а рассудок наш подвержен влиянию эго. И вот я хотел бы, сура 43, Совет, аят 13. Он учредил в религии закон, который был завещен Нуху, то есть Ною, да? Тот, что внушением тебе мы не спаслали. И что завещен Ибрагиму, Аврааму был, а следом Мусе и позднее Иисея. В религии блюдите стойкость и в ней единство сохраняйте. О каком единстве можно вести речь и говорить о соблюдении стойкости, если мы разделили иудаизм, ислам и христианство на разные, мы это сделали религиями. И вот в данном случае мы с чем ассоциируем пророка Ноя? С тем, вот с началом нашего мира под небом, с началом вот данной цивилизационной расы. Это начало. Мы должны Ноя рассматривать как пророка с одной стороны, как ключ к постижению истины с другой стороны. И вот начиная с того закона, который проповедовал Ной, который впоследствии был поднят пророком Авраамом, а дальше он был уже в письменном виде записан Мусой Моисеем, а дальше в виде Евангелия пришло Иисусу и в конечном итоге в священном Коране пророку Мухаммеду. Вот здесь мы должны одну абсолютную вещь. Действительно, если взять Ветхий Завет и Новый Завет, это абсолютно сокровенный язык. Там практически прямолинейных смыслов нет. Там абсолютные ключи, абсолютные ключи. И понимать их буквально в исторических категориях, в географических категориях, это можно назвать плотским суждением, ну, суждением от плоти. И вот я хотел бы вот здесь немножко обратить ваше внимание на такой момент. Да, вот все читали Библию, ну, по крайней мере, слышали. И вот сказано, в середине райского сада были два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. И о котором Бог заповедовал не прикасаться к его плодам.
И вот читающий сегодня, здесь и сейчас, он не должен себе умом куда-то убегать там в миллиарды лет назад, представлять себе рай. Нет. Ты читаешь книгу здесь, а Священное Писание написано для тебя, ради тебя и о тебе. И поскольку у Бога нет времени, вчера, завтра, сегодня, это прям здесь и сейчас. И вот здесь и сейчас читающий говорит, а что это за дерево жизни и дерево познания добра и зла? И вот сказано, что дерево жизни не имело ни вида, ни величия. А древо познания добра и зла было вожделенно, его плоды были вожделенны. А это касается каждого человека. Так вот, представьте себе, что это идет речь о вашем разуме и рассудке. И вот, если взять дерево жизни от разума, да, он тебе говорит, соблюдай заповеди, живи по законам Божьим, соблюдай меру во всем, равновесие. Вам это вожделенно? Нет. Вам это не привлекательно. А вот здесь накопи больше, купи iPhone 7 модели, построй 4-этажный дом, возьми себе несколько гектаров собственности, стань депутатом, стань президентом, возьми себе 3 жены, пусть они будут красавицы. Эти все плоды вожделенные. Все, что для рассудка, а возле древа познания добра и зла змей был. Кого он символизирует? Он символизирует человеческое эго. Это демон внутри человека. Ибо даже пророк Мухаммед, как вот мы на прошлом уроке говорили, пророк Мухаммед говорит, в каждом человеке есть шайтан. И во мне он есть. Но благодаря Аллаху я победил его в себе. Теперь, а как это касается к вам? Он вам говорит, в каждом человеке есть эго. Это демоническая природа. Это как раз тот змей-искуситель, который искусил Еву. Мы вернемся к символу Евы, да? Который на 2 ногах. Но почему он на 2 ногах? То есть для знающего он выглядит внешним обстоятельством, и он понимает, что к плодам рассудка приказаться нельзя, ибо они тебя всегда будут уводить налево-направо. А разум – это немножко иное восприятие, потому что разум ваш, например, сигналы разума, вот даже буквально вчера разговаривал с человеком, с соседом, я говорю, а у тебя сигналы разума все равно поступают. Он говорит, ну в виде чего? Ну, например, приходит же мысль в голову, брось пить. И ты говоришь, действительно, рассудок говорит, слушай, надо бросить пить. Ну, нехорошо, пропиваю деньги, ссорюсь с соседями, дома, в семье не мира, лады, да, в семье не лады, с родственниками не лады, надо бросить пить. И вроде бы ты понимаешь это, но нет такого алкоголика, который бы не понимал. Нет такого вора, который бы, украв, не подумал, что ну хорошо. Даже коррупционер ворует или вор, создают банды, но в конечном итоге говорят, вот сделаю себе, вот накоплю, сделаю там дом. И все, остановлюсь, да? Остановлюсь. И коррупционер говорит, я сейчас наберу, вот куплю, сделаю, построю, и потом вот, а потом, когда у меня полный живот будет, я лягу на диван, и о тебе, Господи, вспомню и начну каяться. Ты никогда не кончишь. Почему? Да? Потому что ты будешь идти за вот этим змеем. И вот, если взять начало писанного, да, священного писания, то есть Торы, да, знамение. Бог говорит Моисею и Аарону, идите к фараону и продемонстрируйте ему 2 знамения. Значит, он говорит Моисею, что это у тебя в руках? Он говорит, посох. Брось его на землю. Моисей бросает, и вдруг посох превращается в змею. Да? Моисей пугается и бежит. Бог говорит, не бойся, возьми его за хвост. Моисей берет, и он снова превращается в посох. Дальше, это первое знамение для фараона. Второе знамение, сунь руку в пазуху, он сует. Он вынул, и вот она прокаженная. Сунь 2 раз, и он засует 2 раз, и вот она нормальная рука. Это не прямой смысл, а символический. И даже на этом пьянице я объясню. Разум уже в данном случае с точки зрения человека в теле, потому что мы понимаем пророка Моисея и его брата Аарона, мы понимаем как уже телесных людей. Так вот, это они символизируют разум и рассудок в нас. Вот он говорит, разум, брось пить. Рассудок говорит, да. И они оба обращаются к кому? Фараон это и есть эго внутри человека. И эго вначале говорит, как и фараон в Торе. Он говорит, да, отпусти наш народ принести жертвы Богу. То есть
тот же пьяница говорит, ну отпусти меня, принести жертву Богу, покаяться, чтобы я бросил пить. Он говорит, да. А потом, что начинается у того же пьяницы в голове? У него трубы, как говорится, горят, похмелиться просит, он на жену орет, последний телевизор продал и все-таки купил. Потому что его телесное самосознание, символический Египет, находясь в рабстве привычек вот этих наших, привязанностей, плотских страстей, пороков, он что сделал? Он возмутился и он побежал, продал, купил водку и снова выпил. Фараон не отпустил его принести жертву Богу. И дальше бесконечно в нашей жизни терзание происходит. Мы хотим наладить отношения там с детьми, мы наладить отношения с родителями, с друзьями. Мы себе говорим, надо там извиниться, я там был неправ, надо еще что-то сделать. Выбрался в депутата, нужно послужить народу. Но он не держит разум. То есть разума, да, не управляет, не контролирует умом. Его змею, а кто такой змей? Это тот, кто искусил в райском саду Еву. Да? И получается, что он, подожди, вот сейчас еще возьми денег. Сейчас мы с тобой вот эту нишу в бизнесе будем контролировать. Мы решим вот эти другие вопросы, и вот вся жизнь может пройти как раз в твоих вот этих плутаниях за вот этим эго. Это и есть шайтан внутри человека. А мы ищем неверного где? На стороне. Мы хотим объявить неверными там иудеев, неверующих, еще кого-то. Да вы в себе его найдете. Поэтому, если говорить о великом джихаде, это поиск и понимание эго внутри себя. А это демоническая сила, это змей внутри тебя, который тебя искушает. И это как раз символическое древо познания добра и зла. Оно его плоды вожделенское. Да подожди, посмотри, какая девушка идет. Да подожди, вот там конкурс красоты, а вот у меня миллион, а я туда, у меня возможностей больше. И ты попал в рабство вот этих своих привязанностей, страстей, пороков, все. А когда он взял змея за хвост, это второе состояние твоего ума. То есть ты тогда на каждом шагу говоришь, здесь лишнее слово не надо говорить, здесь надо помилосердствовать, здесь надо простить, здесь надо поступить правильно. И тогда, и как раз первое наше суждение, когда мы символически в пазуху засунуть, это рассудить и вынести суждение о чем-то. Первое наше суждение, как правило, от рассудка, от плоти, от эго, и оно какое? Прокаженное. Второй расцвет, когда он старается духовный смысл найти, теперь уже от древа жизни, от разума. Тогда она нормальная. Теперь, если сказать, а отменяет ли Новый Завет Ветхий Завет? Ни в коем случае не отменяет. Вот это же самый посыл заключен в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Он говорит, сказано, око за око, зуб за зуб. Ненавидь врага. А я вам говорю, не протився злому. И ударившему тебя по правой щеке, подставь другую. И судящемуся с тобой снять с тебя рубаху, отдай верхнюю одежду. Понуждающего тебя идти одно поприще, иди с ним два. И вот здесь опять буквальный смысл, он просто неприемлем в данном случае. Вот как в одном фильме говорит христианин, православный говорит, все хорошо, но если меня ударили по правой щеке, я достану автомат Калашникова. Я никогда не подставлю левую. О чем? Да он просто от плоти рассуждает. Здесь речь идет о чем? Здесь более, это опять космогония. Но я вам ее попытаюсь расшифровать на языке современных категорий. И если даже нас сейчас слушает там какая-нибудь женщина, которая режет капусту, она это поймет. Которая ни разу не была в церкви, ни в мечети, нигде. Она это поймет. Вот о чем мы говорим. Или атеист полный. Мы имеем правое и левое полушарие головного мозга. То есть подсознание и самосознание. Да? И вот мы знаем, что это образно-пространственная и рациональная сфера, сфера чувств. А это логическая, рациональная сфера. Так вот, каждая ситуация в жизни, она нас символически бьет по правой щеке. Соответственно, активизируется рациональное мышление, как раз первое, порочное. И как в исламе сказано, на левом плече сидит ангел тьмы, мы рассуждаем от рассудка. И тогда мы начинаем идти за змеями. И все наши суждения будут здесь. Вы понимаете, да?
Но нам недостаточно одного смысла. То есть мы тогда вытащим прокаженную руку, подставь другую, то есть символически на правом плече ангел света. Мы тогда к древу жизни обращаемся, а здесь древо познания добра и зла. И вот отсюда, активизируя уже правое полушарие, разум, который есть свет человека, внутри человека, мы приходим второй раз суем руку и вытаскиваем ее нормально. То есть берем посох в руки, мы контролируем эмоции, мы контролируем мысли, мы контролируем чувства. Соответственно, вы поняли, да, символику? Это глубоко космогоническая суть находится. Теперь судится с тобой снять рубаху. Моя рубаха ближе к телу. Это к плоти прикасающаяся. Ну, рубаха и в древности это исподнее белье. Да? Соответственно, это шкурная философия. Через категории «я», меня, мне, мое. И вот это порочное суждение, а верхняя одежда, вот я одел верхнюю одежду, она тот смысл закрывает собой. То есть это говорится, перейди от восприятия, от древа познания добра и зла к восприятию через разум, то есть к древу жизни. Верхняя одежда, ближе к небу. И дальше он тебя понуждает, держит, а рассуждать только от рассудка. Одно поприще иди, и иди с ним два, то есть второе. Вы понимаете? И вы же понимаете, что это место абсолютно расшифровывает тот посыл, который был изложен в Торе. Почему он говорит об этом? Потому что к тому моменту времени люди стали абсолютно плотскими категориями судить. Абсолютно географическими, да как и сейчас это происходит. Это абсолютно актуально для сегодняшнего дня. И тогда возникает главный вопрос, да, здесь. Поэтому он говорит, я не пришел отменить закон, но если человек родился среди иудеев, он иудей. И его апостолы те же самые иудеи. Понятие даже христианства это потом в Антиохии, да, возникло, позже ухода Христа. И вот дальше что происходит? И он не приходит отменить закон, он приходит его расшифровать. Он называет книжников и фарисеев кем? Лицемерами. То есть судят от лица, то есть судят от плоти и понимают все в плоских категориях. И он говорит, лицемеры, не потому что он их оскорбляет, а об их восприятии. Восприятие от рассудка – это восприятие от лица. То есть для них всякий пророк – это просто человек, лицо, все, а ключи. А где космогония, а где духовный смысл сокровенный? И вот здесь как раз очень важный момент идет, как бы он им говорит, сами не видите небеса отверстия, и другим заслоняете. Сами не входите в Царство Небесное, и другим не даете войти, других не Мурат, пускаете. вот такой вопрос. Как вот распознать эти символы и ключи? Как их найти вот обыденному простому человеку? Вот в этих священных писаниях. Вы там, знаете, и так далее, в жизни. к сожалению, да, если порыться даже вот в эзотерической, в духовной литературе, да, вот в разрозненности где-то там, здесь, почему и пришлось книгу «Познай самого себя», то есть уроки космофилософии. Это взгляд на все виды священных писаний, но только с высоты космофилософии. Ведь если взять то первое понимание вот пророка Ноя, он как раз говорит с уровня космофилософии. И каждый пророк говорил с уровня не того телесного восприятия, порочного, прокаженного, а с уровня только космофилософии. И только с уровня космофилософии можно понять, что говорится-то об одном и том же. Это сейчас, вот я здесь еще один приведу такой небольшой пример, да. Это с Корана? Да, это все с Корана. Вот сура 2 корова, аят 253. И всех посланников мы наделили разными дарами, возвысив миссию одних перед другими. Среди них был тот, с кем речь держал Господь. Других он на пророчество возвысил степенями. То есть каждый говорил о том, что ему внушает Бог. То есть на своем уровне. И Иисею, сыну Марьям, мы даровали ясные знамения. И Дух Святой для укрепления пророчества его. И будь на то желание Господне, пришедшие за ними вслед, не воевали б между собой. Они же затеяли раздоры. И были среди них те, кто уверовал, и те, кто не уверил. И будь на то желание Господне, они б не воевали между собой. Но свою волю на земле вершит Всевышний. И теперь сура 1 Аль-Фатиха. Открывающий, да?
Кто в откровение, что послано тебе, уверил, и в то, что до тебя не спослано другим. И кто душой всей уверил в жизнь другую, они идут прямой стезею Бога, и лишь они восторжествуют. Вот ни в одном месте Корана нету того, чтобы пророк Мухаммед себя возвысил степенью, в отличие от других. Он себя ставит в ряд этих пророков, но ни в коем случае не умаляет значение других. И вот это наше, я бы хотел вам еще, вот я здесь специально записал, да, послание святого апостола Павла к евреям, это уже Новый Завет, да? Вот тот, кто, может проверить, да, значит, послание к евреям, стих 5, значит, вернее, глава 5, раздел, это стих 12-14. Вот он говорит им, как раз священнослужителям того времени: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас самих снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас пока нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственная совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вот это как раз о том, о чем мы сейчас говорим, что не надо себя объявлять уже постигшим все истины. Даже если ты на высокой стадии, вернее, на высокой степени сана священного стоишь, не надо грешить перед Богом, подожди, ибо, возможно, ты еще младенец, и тебя надо азам приучать. Это он говорит как раз тем, кто являлся книжниками, то есть люди книги. У них не было интернета, телевизора, они день и ночь сидели, читали Писание, они его наизусть цитировали, но понимали вот как раз от змея, в порочном виде, то есть от плоти рассуждали, в телесных категориях, в географических, исторических, а вот он жил тогда, а этот жил сейчас, а этот такой, этот сякой. Такое восприятие неприменимо. И вот здесь первое послание апостола Павла к Тимофею, да? Вот здесь, отходя в Македонию, он говорит: «Я просил тебя пребывать в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Нелицемерной, не прокаженной. Желая, от чего некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Это можно абсолютно сегодня, здесь и сейчас приложить ко многим тем, кто обладает саном, и сидят и только пытается своих прихожан говорить: вот наша вера правильная, она вот такая истинная, а вот те заблуждаются, другие заблуждают друг друга, они в расколе пребывают. И вот с этой точки зрения я буду очень рад, если люди не будут, особенно священнослужители, воспринимать это от своего эго, от змея, в штыки объявлять, а подумают: а может действительно я еще не до конца понял. Здесь дело не в том, я хороший или они плохие, или наоборот. Наступит момент, когда мы все окажемся там, вот в мире истины, и каждый из них будет приведен к тому: ты говорил об этом, но я на себя не брал функцию говорить, что я истину утверждаю, что я там являюсь имамом или там иерархом каким-то церковным. Да? Я обычный человек, как все. Абсолютно из среды. Человек, который просто на протяжении жизни по воле Всевышнего просто вот вникает в глубину вот этих вещей, назидается и пытается понять. И вот поэтому меня удивляло, я когда искал, изучая день и ночь, я, например, вот на Дават поехал. Ну, что это такое? Ну, пришли, постучали, вот там Дават, давайте поедем. Я говорю: давайте поедем. Я поехал в какой-то в Канском, Высокотинском районе, мы в какую-то мечеть, и вот я сижу, там человек с бородой, он говорит: я 40 дней был на Давате в Индии. Молодые люди изучают, и вот я с ними, и вот он мне вечером говорит: Мурат, ну, я буду по-русски говорить, поскольку мы начали, он по-кыргызски ко мне обращается: а ты знаешь, говорит, как в раю? Я на всех посмотрел, на него, я говорю: нет, не знаю. А как там? И он мне говорит: о, в раю
Вот ты будешь, говорит, есть пищу. 20 лет ешь, не наешься. Ешь, 20 лет. Потом берешь, говорит, кружку, течет река. Ты черпаешь, говорит, ты пьешь. Вот что ты, говорит, захотел? Айран. Вино. Пиво. А дальше, говорит, он меня искушает. Он меня соблазняет. И он говорит, а дальше у тебя будет 300 жен. И всем 17 лет. И он говорит, и все девственницы. Самая, говорит, красавица на земле, которая была бы даже мисс мира, она в пыль. Она не годится по сравнению с той, понимаешь? И то, что вы на земле совершаете, получаете удовольствие, 300 лет будет длиться. Не там 2 минуты, а 300 лет. И вот я на него посмотрел и говорю, как же ты мне говоришь об этом, как будто ты только вчера приехал с командировки. Ты свидетельствуешь. А сказано что в Таурате? Не лжесвидетельствуй. Понимаешь, говорю, здесь сказано об ощущениях, но понятных для плотского тела. Да если бы человека заставить есть 3 часа подряд, я не говорю 20 лет, он просто ему пища не вместе, он вырвет, ему это ад получится. И то, о чем ты говоришь даже, он говорит о сопоставимости, о соразмерности, чтобы, почему человек в плоти, он должен себе представить, то вот что ты в течение 20 лет, вкушая пищу, получал наслаждение, ты это за раз получаешь. То, что ты там, то есть все наслаждения плотские, они несопоставимы или кратно превосходят то, что ты получаешь через ощущения, впечатления от этой жизни. Всего-навсего. Он же это рассказывает буквально. И самое главное, пытается искусить. А эти рот открыли, так будет в раю. Ну, конечно, он ему свидетельствует. А сказано что? Не лжесвидетельствует. Так вот, сплошь и рядом лжесвидетели. Я иду, меня хватают за руку и говорят, а вы знаете, вы хотите знать о Боге? А я говорю, а вы кто? Мы свидетели Иеговы. Я говорю, так уж прямо свидетели. Очевидцы, свидетели. Вот вы должны то, вы должны то. Я говорю, я ничего не должен. Не навязывайте людям вот это понимание. Но мне пришлось им сказать, вы знаете, говорю, да, я только сегодня, первый раз, хотя я из рук не выпускаю, я вышел, только книгу священную положил, я говорю, я только сегодня познакомился. Вот первый стих Библии выучил, говорю. Дайте мне возможность дальше пройти, впитать, осознать, а потом, возможно, я к вам приду и спрошу, если я чего-то не пойму. Они меня не отпускают, они меня за руки держат. Бабушке одной 70 лет, второй. Вы должны 600 с лишним раз произносить. Я говорю, а что это даст? Это даст то-то, то. Она опять лжесвидетельствует. И это кругом и везде. И вот, к сожалению, да, я считаю, что это было бы правильным, да, установить на уровне государства некоторый стандарт. Вот то, о чем вы говорили в Таджикистане. Есть стандарт понимания. Свобода слова абсолютно не говорит о том, что каждый может прийти в это пространство и ахинею нести. Я встречался с людьми из Пакистана, Саудовской Аравии, закончившим в Египте, где только. Но я ему говорю, подожди, ты о чем вообще? Ты ли являешься тем, который придет сюда и здесь целому народу истину раскроет? Вы же в раскол ввели, у нас в одной деревне, одни в одну мечеть ходят, другую в другую. Вы пришли и разорвали народ в клочья. Это недопустимо. И вот, когда мы, есть дружелюбные, и когда мы глубоко смотрели на некоторые вещи, были, которые действительно говорят, слушай, неужели здесь об этом сказано? И вот я хотел бы сейчас, да, это будет как бы одним из таких стартовых оснований. Вот когда человек, вот любой, который даже не в религии, но он что-то слышал, да, он говорит, да, Адам. И вот Бог в 6-й день сотворил человека. По образу и подобию сотворил их, как мужчину и женщину сотворил их, и сказал им, плодитесь и размножайтесь. И вот человек, читающий Писание, он-то в теле находится, и он абсолютно понимает Адама как то, что вот таким же телесным человеком, как ты. Но это тогда было бы примитивное понимание. То есть
простите, вот грубыми словами, первый мужик на земле. Вот первый мужик. А Ева в таком случае первая баба. Телесные, плотские люди, которые плодятся и размножаются. Ну, на этом тогда религия заканчивается, космогония заканчивается. Начинается плотское восприятие, восприятие от рассудка, от древа познания добра и зла, плоды которого Бог запретил. А древо жизни, плоды его, он не имеет ни вида, ни величия. И вот тогда надо понять. Это первый раз мы заснули, да, он первый мужик, первая баба, с которых просто кровная родословная пошла. Но это прокаженный смысл, это вот этот змей, за которым я найти. А тогда давайте посмотрим с точки зрения разума. А вот подняться к разуму-то не сразу. Вот если даже взять 12 колен Израиля, ну вы понимаете, колено раз, два, да? Раз, два. 12 колен это как раз 12 ступеней телесного самосознания или рассудка, поднимаясь по которым символами являются 12 сыновей Израиля. Начиная с Рувима, Симеон, Леви и дальше до Иосифа. И вот только поднявшись на 12-ю ступень, о Иосифе сказано, ты лоза, которая прямо поднимается по стене. То есть уже ты на уровень сопоставления с разумом пришел. Почему он 11 братьев остальных в Египте, к себе они ему поклонились. И дальше фараон надел Иосифу перстень власти. Фараон это эго. То есть демоническая природа эго признает только эту степень развития рассудка. Это как раз наш духовный путь. И вот на этом духовном пути, когда мы приходим к 12 уровню, который покорил, преодолел шайтана в себе, о чем говорит пророк Мухаммед, когда он становится сопоставим с восприятием от разума, тогда фараон надевает перстень власти. Иначе вся наша жизнь восприятие от эго нашего. То есть за змеем идет. А здесь он признает. И он говорит, все, мы во всем с тобой равны. Только трон отличает нас. Трон это вот тело. В каждом человеке вот трон, на котором восседает эго. А рассудок вначале, вернее высшая степень рассудка, где Иосиф в тюрьме сидит, внутри, томится в тюрьме. И вот когда мы достигаем этого понимания, вот эти колена как в одно превращаются, и это высшая степень нашего развития рассудка, когда он способен воспринимать от древа вечной жизни. И вот с этой точки зрения мы должны понимать, а что же такое Адам? Что же такое Адам? И вот когда иудеи стали понимать Адама как мужика первого, вот здесь в Коране одни аяты в нем вы читали, да? Несут открытый смысл, другие скрыты в толковании своем. Вот это очень важная сура, да? Я хочу, чтобы ее все послушали, а вы возьмите сура 3, семейство Имрана, аят 59. 59 аят, да? Да. Чтобы вы поняли, для чего пришел Иисус. Поистине перед Богом. Поистине Мессия пред Богом. Иса Адаму подобен. Мессия Иса Адаму подобен. То есть он показывает ключ, кто такой Адам, символ Адама, которого он сотворил из праха. Не из вещества, как тело, а из проматерии. Да? Потом сказал ему он будь, и стал он. Вы поняли, да? То есть кого детерминирует, вот мы здесь возвращаемся, о чем космогоническая суть христианства. Он вам рассказывает об Адаме. Теперь какое отношение имеет Адам к любому человеку? Нету ни одного человека на земле, который бы не знал, кто такой Адам, не мог бы иметь об этом суждение, но он не видит. От рассудка он не понимает. От рассудка это первый мужик. Нет. Про основу начало всякого человека есть то, что вы все знаете. Подсознание. Научно доказано, что в подсознании информации в миллиарды раз больше, чем именно подсознание является оком Бога в человеке. И ведь подсознание Адама никто не родил, как только Бог сотворил. Поэтому Иисус с одной стороны детерминируется Сыном Божьим, или как на религиозном духовном языке дух. То есть подсознание есть дух, правое полушарие головного мозга, или для нас безличная, объективная, сверхъестественная сфера сознания. Это наша духовная природа, подсознание. И вот
как мы можем понять это? Вот есть вещи, которые мы регулируем, управляем ими. То есть вот мы книгу читаем, кофе попили, пошли делаем. То есть наша жизнедеятельность той, которой мы способны регулировать. И проявлять свободу воли и выбора. То есть пойти налево, направо, отказаться или нет. А то, что делается в подсознании, мы не регулируем. Вот, к примеру, мы сидим каждые 4 секунды, вдох, выдох. В день 21 600 раз. За жизнь там около 80 миллионов раз. Вы не регулируете. Это самопроизвольно происходит. Это подсознание, деятельность подсознания. Это жизнеобеспечение. Мы сейчас сидим, и у нас кровь движется, миллионы насосиков, вот это кровообращение проходит по телу. Мы об этом задумаемся? Нет, оно само по себе происходит. Мы не регулируем это как раз деятельность подсознания, жизнеобеспечения. У нас только в одном желудочно-кишечном тракте миллиарды всевозможных организмов находятся. И у нас процессы расщепления пищи, обмен веществ, отмирание клеток, возобновление клеток, сидеют волосы, ногти растут. Процесс, именно процесс зрения, слуха, все эти процессы жизнеобеспечения, благодаря которым мы можем понимать себя живыми действиями, они внутри нас, каждого происходят. Это и есть дух, это и есть подсознание, это и есть Адам в человеке, начало человека, духовная природа. Вот ее показывает. И в некоторых учениях его называют Христос. То есть сфера Христос. Иисус был тем, кто отождествился с этой сферой, раскрыл ее, детерминировал и показал. И поэтому он говорит, те дела, которые делаю я, и вы сделаете, и больше сих сотворите. Теперь дальше. Вот мы с Адамом должны разобраться. Назовите это ваше сознание. Или сверхъестественно, поскольку это подсознание. Теперь это духовное ваше начало. Но отражаясь в материи, это уже материальный мир, да? Отражаясь как в зеркале, он становится материальным. Это уже самосознание. Ибо поскольку это энергия, дух это энергия, а самосознание это мир информации, мир чувств, мир мыслей. Вот только здесь, в мире мыслей, через разум можно осознать себя. И вот Ева. И вот как раз получается символически, это два символа. Адам и Ева, два символа. Если для вас это выглядит мужиком и бабой, на этом можно просто отказаться дальше, потому что дальнейшее постижение космофилософии, космогонического смысла, это бесполезно. Но при этом это касается всех. Неважно, ты верующий, неверующий, атеист, мусульманин, христианин, вот это как раз есть единобожие. И вот как раз закон Вселенной, он себя проявляет через деятельность подсознания каждого человека. Затем из него, почему сказано, что из чрева, то есть как ребро, символически, это символ, ребро. Как раз потому, что мир мысли, он является выражением мира чувств в материальном пространстве. То есть символически соотношение ребра с этим, говорят, в сфере самосознания информации меньше, потому что это, оно ограничивается пределами нашей памяти. А это безграничная сфера. Но это в каждом человеке находится. И вот это изначально наша энергоинформационная структура, или иначе дух и душа. И вот если вы возьмете в Коран, это засвидетельствует каждый священник, сказано так было, да? Мы сотворили человека из глины сложного состава, ну как раз прах. Это не имеется в виду вещество. Затем мы поместили его каплей в надежно защищенном месте. То есть человек сначала сотворен, как Адам и Ева, то есть как сознание и самосознание, как дух и душа. Только потом он помещается в утробу матери. Но человек-то уже Адам и Ева сотворен, понимаете? Потому что мама с папой не делают этого процесса. И именно деятельность подсознания и самосознания начинает внутри вершить по закону, через который действует подсознание, творить как раз что? Капля, сгусток, потом жеванное мясо, это эмбрион, и дальше мы рождаемся на этот свет. Мурат, давайте на сегодня на этом остановимся. Уважаемые телезрители, у нас были уроки космофилософии с Муратом Мусабаевым, социальным мастером, публицистом и системным аналитиком. На этом сегодняшняя передача подошла к концу. До следующей передачи. До свидания.